Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Приветствую вас всех, мои братья и сестры, наши друзья. Ну, во-первых, скажу так, по нашей информации, которую я 2 дня тому назад получил, с нами связался наш брат, и он сказал мне такие слова, что с Тумсо все хорошо, все нормально, проходит кое-какая работа, и поэтому детали не сообщаются. Ну, я сразу же ему сказал, он меня обрадовал, я ему говорю, мне детали сейчас не нужны, мне самое главное, жив он или нет, вот что нас беспокоит, и меня, и всех нас. Вот. И нам вот так сообщают, что да, действительно наш брат жив, что с ним все хорошо. Но детали конкретно я сейчас не могу говорить, что произошло. Мне кажется, да, действительно, что что-то произошло, поэтому все это затянулось. Скорее всего, следствие и тому подобное. Мы это понимаем. Вот. И еще, как вы, наверное, уже слышали, сейчас буквально недавно тоже была такая информация, что, мол, суд подтверждает, вот как тут слова из этого суда, в общем, пишут, я могу подтвердить, что мы получили информацию о том, что свидетель жив, то есть у них там дело шло в суде, то есть и они тоже в Германии подтверждают, что Тумсо, наш брат, он жив. Вот. И многие, наверное, читали этот текст, и я просто хочу некоторые моменты там озвучить. В общем, они пишут, ожидается, что блогер даст показания в суде по делу о запланированном убийстве его младшего брата. То есть там готовилось покушение, неудачно было на его брата. И вот тут еще пишут, что касается информации от немецких властей, то у нас нет возможности ее комментировать. Поэтому единственное, что я могу сказать, это то, что мы осведомлены об информации, которая распространилась в СМИ. Но в остальном нам нечего сказать, говорит пресс-секретарь САПО Адам Самаров. В общем, и они тоже подтверждают, что Тумсо жив. Это самое главное на данный момент. Это самое главное, что он жив. А дальше уже будем ждать новостей о деталях, что именно произошло. Я просто сейчас свой анализ не могу говорить, конечно же, я тоже там думаю, что это не в Швеции произошло, это произошло в другой стране, примерно такое. И я в эти дни связывался со своими контактами в скандинавских странах, тоже пытался узнать, они тоже вот, деталей не знали никаких, и поэтому я тоже решил, что это все-таки произошло, если что-то произошло, то произошло в другой стране. В общем, такая новость, коротко и ясно, по нашей информации, как уже говорят источники из суда, вот, они тоже подтверждают, что Тумсо, наш брат, жив. Алхамдулилlah. Тумсо герой. Пишут, он герой. Да, он действительно герой. И герой тут каждый, кто говорит правду. Вот. Именно поэтому некоторым он не нравился. Не нравился, потому что он был известный, он есть известный. Вот. И говорил правду в лицо. И, иншаллах, он вернется, он продолжит свою работу. Вот. Так. Завтра. Алейкум ассалам, ва баракату. Добрый вечер. И еще добавлю, тут много раз спрашивали насчет Хасана Халитова, нашего брата. Многие тоже
интересуется, спрашивают, что с ним, что произошло, жив ли он или что вообще случилось. Тоже скажу, что от моих источников мне передали из Турции, что он жив, что с ним все хорошо. Алхамдулилlah. Шакир Цонтра, почему, не зная все это, ты его похоронил? Я его не похоронил, не надо так говорить. Но дело в том, что были две цели. Одна цель, как сказать, да, мы не цель, а вот то, что мне передали, я переспрашивал, и они там меня убедили, что это так, что произошло вот это, что его нет живых. Да, действительно, мне это говорили. И на кого я ссылался, я тоже писал в описании того видео, оно есть, там есть и это описание. Я ссылался на Адат, вот. Такие дела. И второе. Мы сейчас видим, кто был рад, что кто был бы рад тому, что если бы Тумсо погиб или умер. И мы видели эти лица, их высказывания, их радость. Вот. Так что в пользу сыграло, скорее всего. Но, алхамдулилlah, что у нас есть такая новость, и я вот так могу это сказать, что наш брат жив. Church, is the information about the Tumsos is alive confirmed? I have two sources and they confirm that Tumso is alive. Anzor modern alan bu ne hak yer цинц и duenal долш волдера и хайкал долш волдера. В основном, я сейчас на чеченском это скажу, инс цунхум олш беше шейюх гейта цебаш вол шейце яка цебаш вол нахбо. Тумсон люш беше кичан люш беше чухош на ихум шиазваш. Ихум язда атмадой. تأخشاش داخلنا توصلنا بوالبا بحر بولشابات إشت بوالبا خير من مدوي تير نش حيزور بو واللي نك حيزور بو يوير بو يلزور بو أغن أهدو تعريسكا يوتشا يكمنتار شيازي. Ну, я позже еще, чуть-чуть позже еще повторю, что я сейчас говорил. По поводу Тумса просто жду, пока еще зайдут люди. Просто хочу прочитать ваши комментарии и вопросы. Хорошо, что Тумсо жив, значит, есть справедливость. Да, справедливость есть. И рано радовались те этой новости, что якобы Тумсо убит. Рано радовались. Я не знаю, сейчас я посмотрю на ваши вопросы, и потом уже, исходя из этого, я хочу еще затронуть очень неприятную тему на самом деле. Мне, конечно же, не хотелось об этом говорить в свете тех событий, которые сегодня происходят. Но я думаю, все-таки придется.
Так. Анзор, значит, зря я злилась на спецслужбы Европы, они тогда молодцы. Ну, это не российские спецслужбы, они действительно беспокоятся за безопасность своих стран, за безопасность своих граждан. Вот, и они действительно хорошо работают. К примеру, у нас в Скандинавии, что мне нравится, особенно в скандинавских странах, что там раскрываемость преступлений больше. Вот. Скажем, более 90%. Ислам Бушуев, ах ты как узнал на новость, что Тумсо убит, иншаллах, он жив, иншаллах, алхамдулилlah. Как я узнал, я уже сказал. Мне это передавали из народного движения Адат, и другие источники тоже говорили, что якобы он убит. Вот почему. Насчет Адат, канала Адат, ну да, я с ними поговорю, просто в последнее время не успевал, не было времени связаться, вот, поговорить на эту тему. Я сам недоволен. Мэтбой, ты нас шокировал, ты нас обрадовал. Ну да, действительно, как-то шокировал. Но я сам был в шоке, понимаете? Ну, шок мой можно объяснить тем, что я его считаю своим братом. Вот. И поэтому, конечно же, так же, как и вы, беспокоюсь за него, за других наших братьев. Вот. И это было переживание. Переживание. Сейчас, да, спокойно, деталей, конкретных деталей не знаю, но только чуть-чуть, но я просто не хочу об этом сейчас говорить. Не это сейчас главное. Главное, что наш брат жив. И мы с ним обязательно еще раз поедем в Брюссель. Я буквально недавно выставлял фотографии, которые мы сделали в этом году. Мы вместе там встречались с Мансуром Садулаевым и Тумсо Абдурахмановым. Встречались в Брюсселе, Европарламент, там на пресс-конференции были. Мне тут на телефон тоже присылают вопросы. Походу я здесь не вижу их, потому что монитор у меня маленький. Здесь с ноутбука вещаю. Я обязательно сейчас повторю, что я говорил в начале. Вот я вижу, что люди заходят, и поэтому мне придется повторить эту новость. Хоть она короткая, но приятная. Георгий, можешь этих людей показать, кто радовался? Это очень интересно, как выглядит шайтан. Ну, они есть, дают интервью, высказываются. Вот
прямо вот показывали свою радость. Вот, что они сейчас будут делать? Freedom Marshall, Нохчин, Анзор, прочтешь мое письмо в Инстаграме? Хорошо, я посмотрю сейчас, правда. Так. Телефон говорит, что это информация сбросана еще так. Наверное, сегодня у Дона приступ сердца будет. Да не только у него. Я только что говорил, что есть люди, которые, или не люди, которые радовались и думали, надеялись, что Тумсо убит. Не все так просто. Иса, кстати, ты модератор. Я тебя добавил в модератора. Так что можешь. Ну, насчет твоего сообщения, я не хочу называть имя этого человека. Я верю в покушение. И это я так считаю, мое мнение. Возможно, что-то такое произошло. Рам 95. Валикам ассалам, брат. Да, я понимаю, но просто мне тоже хочется ответить на вопросы и сказать, например, коротко сказать, да, у меня тоже своя цель была. И вы сейчас видите, кто был бы рад убийству меня или там Тумсо, или публичных там, активистов, вот, личности. Так, иду-ка я на самый низ. Ликвид. Все в руках Всевышнего. Мы готовы ко всему. Понимаем риск. И этот риск или опасность нас больше заводит даже. Вот. Заводит. Бель Флeur. Валикум ассалам, Маждуам. Сейчас, секунду. Амир, Билал, Аллах рейсхую. Аллах рейсхую. Так. Инц доггах цаэр садов сила. Ага, Аллах сила, дейруок. Nic больше. Так. Сейчас, секунду, я вернусь.
В общем, Элемхан Лайф, Анзор конкретно хаун цадует садила, конкретно мадер диц суна мацаляй хумш мадиц элегас дует сардац, цундер цадует, сайн хиетаги, так, алишьяги бенца алаишьяц. Фаик Мамеда, иншаллах, сейчас я повторю тоже. Абу Билал. Анзор, меня лично мало волновало, кто там обрадовался. По сравнению, насколько я был расстроен, это насчет Тумсо. Для нас, знаешь, брат, нас это волнует. Кто радуется, а кто не радуется. То есть мы можем узнать, кто наш брат и кто нам не брат. Вот почему. Мы за всем наблюдаем. Фильтруем, можно сказать. И уже можно там определить человека, кого нужно остерегаться. Понимаете? Вот почему. Так. Дудаевский, рейс вышел, рейс. Так. Курок 03 Анзор Вайтелет Мацлю Бо Нохчичу. Вежи Сатуиш Бо. Дела Дикчун Сатуиш Ардухуя Саваш. Цана чухаях нохче қиқат саласын, чухаях гила саласын, вайн шитвам гина, вай ца хич конфликтка, темшка ца участвовать до дизель сахицун, там и сомнению, аса ца вай вежашен, вай коман ца вайляш сумдер байсан, вай кому шитвам вайна, так дук вежри it's Syria дабуйла язер соумат далдык больше массуа. Ладно, еще раз я сообщу. Сейчас, секунду. Умар Маликов. Лучше ты написал бы «Я твой брат». Это первое. А второе, ну вот настолько деталей я не знаю. Бель Флёр. Сейчас. Что ты можешь сказать о выпадах закаевских фанатиков в адрес тебя и твоей семьи? На боли они не способны, понимаешь? На боли они не способны. Ну, показывать свое нутро. Я как раз таки о них и говорил, когда сказал, что кому-то эта новость понравилась бы, если бы Тумсо был убит. Вот о ком я говорил. Вот я говорю прямо это.
1970 ИПОН. Назор, пожалуйста, не говори, что не знаешь. Никто из нас не был бы рад. Давай я тебе прямо скажу тоже. В последнее время я как-то остерегаюсь всей этой темы и не хотел бы обсуждать вот такие темы. Сторонился всего этого, потому что они сыпятся обвинениями, мол, якобы я там разделяю чеченское общество, что я там разделяю сторонников Ичкерии и так далее и тому подобное. Вот. И вот по этому поводу я скажу, вот примерно последнее интервью Закаева. Ну, было видно, что он говорил, к примеру, очень некрасивые слова по отношению к такой личности, как Тумсо. Тумсо действительно провел огромную работу. Такую работу не проводил из них никто. Вот, информационную работу. Он помог многим молодым людям открыть глаза, а также открыл глаза и другим людям, не чеченцам. То есть ни Закаеву, ни другим такое сделать не удавалось за все это время, за 20 лет. И Закаев говорит, что он работал где-то в каких-то структурах, там про какого-то Шмакова говорят и так далее. От кого мы про Шмакова слышим? От Кадырова. Вот. Именно они вот запустили эту тему. И я скажу одно. Тут много братьев, которые приехали из Ичкерии, оккупированной Ичкерии, приехали, к примеру, в Европу, очень хороших, надежных наших братьев, которые действительно когда-то работали в той системе, кадыровской системе. Они могут понять в любой момент, что были неправы, и, алхамдулилла, они отошли и встали на правильный путь. И я не хочу никого из них винить, к примеру. Я побоюсь винить кого-либо из них. Много людей, которые там в той системе работали или работают, я могу с точностью сказать, что они работают ради того, чтобы заработать себе на хлеб, кормить свою семью, а не из-за того, что там служить Кадырову. Да, это нехорошо, но, к примеру, я вот вижу вот так, я не хочу никого винить. Да, я виню тех, которые предавали, которые продавали, которые истязались, истязали народ наш, пытали, убивали, мучили, оскорбляли. Вот кого я виню в первую очередь, а не простой народ. Вот. И Тумсо, как и другие тоже, это часть нашего народа. И алхамдулилlah, что наш брат, ему удалось избежать смерти, что он приехал оттуда, что он смог приехать в Европу, что он получил документы. И алхамдулилlah, что он сегодня жив и что он продолжит работу. Назло этим врагам. Да. Анзор, тебе нужно будет Тумсо пригласить в свое правительство Ичкерии. Он грамотный парень. Я не вхожу в никакое правительство. Вот. И за этой властью не бегу и не хочу. То, что, к примеру, мы сегодня делаем, да, делаем все возможное, что есть в наших руках. Будь это какая-то политическая работа, какая-то информационная работа.
Да, еще раз повторю. Так, так. Почему он не говоришь про это? Нет, я не хочу никуда входить, а буду делать то, что я делал сейчас и буду продолжать делать это. Такие низкие, как они. В общем, еще раз повторю. Сейчас, секунду. Анзор, вы знакомы с муфтием Хаджимурадом Гацалом? Нет, я не знаком с ним. И еще раз повторяюсь. В общем, как я узнал 2 дня тому назад, мой источник, вот, который близок к Тумсо, нашему брату, он мне сообщил, что Тумсо жив. Про детали не хотел говорить, я не стал его расспрашивать. Вот, не стал расспрашивать. Потому что мне в первую очередь были важны не сами детали, а вот узнать, жив он или нет. Вот. Но, алхамдулилlah, наш брат жив, и, иншаллах, он вернется, вот, как подтверждают наши источники. Вот, брат, о котором я сейчас говорю, а также, как я в начале этого эфира зачитал, здесь немецкий суд подтверждает, что Тумсо жив. И их словами я сейчас сообщу. Тут пресс-секретарь суда Лоран Лафлер говорит: я могу подтвердить, что мы получили информацию о том, что свидетель жив. То есть это уже серьезная ссылка, на которую можно ссылаться, и уже, можно сказать, убедиться в том, что наш брат жив. А что произошло, это мы уже конкретно не можем сказать, мы не знаем деталей, но примерно я могу предположить, что это, если что-то произошло, то произошло это не в Швеции, а в какой-то другой стране. И, как мне кажется, действительно произошло покушение, я так думаю. Почему? Потому что информация скрывалась долгое время, вот, и если бы это был бы какой-то другой случай, то, скорее всего, мы сразу бы об этом и узнали бы, что случилось и все ли нормально. В общем, 2 такие ссылки. Это немецкий суд, который подтверждает информацию о том, что Тумсо жив. И другой мой источник, с которым я связался 2 дня тому назад, и он тоже подтверждает, что наш брат жив. Алхамдулилlah. Ва алейкум ассалам. Я не успеваю за вашими комментариями, ну, в общем, если я где-то что-то пропущу, то я извиняюсь. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Так, это у меня еще что-то было. Двадцатый декабря. Так.
видео мейк ичкрич бубош хайн цехуак хун дийцера саваш цехуак цадийц наун сақи дийц хумш духун хинц собор диду конкретно хугал хажа тахкас цершио хорион нагахсан и покушение хели тахкас эдушун хан ягерш бар и нах покушение ичкрич сейчас доцак цадийц наун. И да, неприятная тема. Я сейчас к ней подойду. Я считаю, что имею полное право сейчас это все озвучить, потому что, с одной стороны, надоело, с другой стороны, говорить нужно правду. Я не хочу, чтобы кто-либо, кто-то обманывал наш народ, чеченский народ. Сегодня мы находимся в такой ситуации, что некоторые люди мешают нашему объединению. Мы провели огромную работу и сделали все возможное, чтобы объединить наше общество. Но есть такие люди, которые противодействуют этому, противодействуют и стараются внести больше раскол, делят наших братьев на там, жаматчиков, на шариатчиков, на ваххабистов и так далее и тому подобное, на радикалов. Это именно так же, как их, говоря их словами, они вешают такие ярлыки. Вот. И вчера я нашел такую статью в турецком издании. Статья написана на турецком языке. Я, когда увидел имена, то сразу же перевел на читабельный язык, вот, и понял, о чем речь. В общем, там уже в Турции начали распространять такую ложь, что якобы есть одно правительство, правительство Закаева, что он является лидером, что он является главнокомандующим. И после этого начинается, вот, знаете, полная дискредитация публичных личностей. Коснулось это меня тоже. Меня тоже там в чем-то они старались, там что-то пытались обвинить в чем-то. Что якобы я там пытаюсь разделить наше общество. Нет, я был всегда сторонником того, чтобы мы были бы более собранными, потому что только тем группам или людям, у которых есть единство, тому помогает и Всевышний. Вот. Я был сторонником этого. Но они проводят такую работу. Я уже как понял, как сам проанализировал, то есть обвинить во всем всех, дискредитировать всех, и Тумсо, и меня, и других. И вот с помощью всей этой работы по дискредитации как-то прийти к власти, да, вот, бегать за властью, в общем. Сейчас кое-что просмотрю. И что я хотел сказать еще, добавить к этому. Вот эти личности, то есть окружение Закаева и Закаев, объявили некоторых наших личностей, в этом списке я, как бы завели на нас дело, уголовное дело.
аж страшно стало. Ну, от имени какой-то несуществующей виртуальной прокуратуры. Вот. И посыпались угрозами. Вот мы вас накажем, мы вас посадим, мы вас это, мы вас другое. В общем, мне это напомнило цирк кадыровцев. То есть именно такие методы. Такие методы. Дискредитация, сплетни, запугивание. Ну, я всегда говорил, что лучше бы, если бы они посмели бы завести дело на Кадырова, на Делимханова, кто там еще, на этого, вечно фамилию его забываю, Даудова, там, Хамбиева и своих друзей, которые уехали из Европы, сдались Кадырову. Вот на них завести какое-либо дело они не смеют, боятся. Вот. Сейчас они, да, в спешке, наверное, что-то там состряпают. Вот такие дела. Ну, что я решил? Что я решил? Не зацикливаться на этом, на их возне, на их болтовне и пустозвонстве. Вот. И я считаю, что этим делом сейчас займутся по месту жительства. То есть пускай разбираются те органы тех стран, в которых они живут, за свою преступную деятельность в других странах. Вот. Сейчас, секунду. Анзор — это вроде ты сидел с Жамбулатом, которые обвиняли простых сторонников Закаева идолопоклонниками. Ну, такое слово из моего рта вы никогда не слышали, поэтому я попрошу тебя, не знаю, кто ты, обратиться к тому, кто это сказал. Если бы я это сказал бы, я бы тебе объяснил бы. Бель Флёр, Анзор, почему Закаев, Ломаев вдруг стали одной командой? Их объединяет талант переобувания, лицемерия, клеветы. Сложно это сказать. Действительно, я не сторонник таких вот обсуждений. Вот. Я не сторонник этого. Я очень хотел бы находиться очень далеко от всей этой их грязи на самом деле. Но я добавлю, что их вот эта активная деятельность по дискредитации других личностей, она не прекращалась и она не прекратится. Вот. И это реально те, которые действительно делят наше общество. Они не любят, не хотят, чтобы кто-то делал работу. Там есть, наверное, и зависть какая, что где-то кого-то принимают. Я помню нападки после того, как мы ездили в Украину, и мы встречались в МИДе Украины и Верховной Раде. Я это помню, их высказывания, недовольство. Вот. Так, видео make бяхмобиль сун, но нам нужны ответы саваш, так, со цакич хуман жоп диес со бако юмуатсун
så церцва, så хохайнц валах хабакою ахцахаттер сүйек дахты, сүйек ахаттер даха асхонжок палудо. КМС вольный, конзор он улехиен аж мавар из мог бы упрекнуть его иштмаал так дела он мичерха асхука мялдина цултях والله بالله تالله цултяха асиежан булац камялдир парижадыр в общем-то эфирияш инсадык досун так эфир даяча действительно в общем камялдина так аса жамбулат кела жамбулат я понимаю мух ал эршвар, но можно было бы в другой форме это преподнести и сказать, что ё видео я хочу дикхелдер, это очень бартхелет свой видео и с халха элир, вот и штихом до. Исхан, сколько же нас за последние 25 лет убили? Половины точно уже нету. Очень много. Но если ты, к примеру, по странам, вот, когда убивали вот известных личностей, ну, там Австрия, Анзор, Мансур во Франции убит, в Германии Зелимхан Хангашвили, на Тумсо покушения, в Турции убивали, много было покушений, убийств, убивали в Азербайджане, везде убивали. И что изменилось? Ничего не изменилось и не изменится. Иншаллах. Анзор, сколько стоит твоя лояльность? Лояльность чему? Напиши поподробнее, я отвечу, сколько что стоит. Алла назад, и сейчас я не знаю, где модератор. Я не знаю, вот ты модератор уже. Алан, ты уже модератор. Александр Александров. Как народ будет выбирать президента, сам процесс? Ну, вспомним тот процесс после Первой русско-чеченской войны, как мы избирали своего лидера, президента. Вот именно так и все это должно произойти. То есть наша земля должна быть деоккупирована, и тогда должны пройти выборы, где все люди уже на своей родной земле будет голосовать за своего лидера. А сейчас никто абсолютно не имеет какого-либо права заявлять о том, что он лидер, что он там премьер-министр. Кстати, премьер-министр это противоречит нашей Конституции. Нет такой должности премьер-министра в нашей Конституции, выдуманная. И, соответственно, никто не имеет права заявлять, что он является главнокомандующим там, или верховным главнокомандующим, или же исполняющим обязанности верховного главнокомандующего. Все это чушь. Умар Адаев, Анзор, опять вы делитесь. Какой порядок тут ждать, если между вами единения нет? До того, как на публику появился Тумсо, например, это сколько лет тому назад было, 3-4 года,
И до того, как на публику вышел я, на публику, до этого я, да, занимался разными вопросами. В общем, я в этой теме уже более 20 лет проводил разную работу в разном направлении, а так на публику вышел буквально недавно, скажем, тоже там 3-4 года примерно. Вот. И вот эта дележка произошла и даже не прекращалась вот в течение 20 лет из-за вот этих личностей, которые считают себя самыми легальными. У них даже свои есть виртуальные прокуратуры, суды, что там еще, ну и так далее и тому подобное. Опять кошка у меня. Дэн Данилов, а что ты тогда делаешь, ведешь смуту? Нет, почему? Каким это образом? Я много лет призывал людей к единству, бегал по разным странам. Вот. Я потерял все свое время, все свое свободное время именно для того, чтобы провести такую работу. Призывал, не жалел ничего. А ты, наверное, дома сидел, не делал ничего. Наверное, максимум, что ты сделал, написал комментарий или писал комментарий. Люди работали, люди старались. И сегодня я 100% могу сказать, что те люди, которые заявляют, что они самые легитимные, что они не позволят объединиться нам, не позволят, не захотят, они против единства, против. Тобяхмабе, Сабяхмабе, Хичербяхмабе. Так что нет тут никакой смуты с нашей стороны. Я чуть-чуть попозже покажу кое-какой документ. Я просто давал вам слово, говорил, что покажу. Поэтому я сделаю это сейчас. Оля, не сложилась карьера у Закаева, когда были живы наши герои. Пусть теперь поиграет у главнокомандующего. Я скажу вот что. И раньше несколько раз говорил и буду всегда говорить. Знаете, наши главнокомандующие чеченцев, чеченского народа, армии, никогда не были беженцами, не находились в других странах. Они были на своей родной земле, воевали против русских оккупантов и отдавали свои жизни. Это одно. Это одно. А когда были живы наши герои, те личности, которые сегодня вот провоцируют чеченское общество, в общем, в то время они боялись бы сказать какое-либо слово, потому что были живы наши герои. Вот почему. И вот я сегодня прочитал такую заметку, прочитаю и вам, мне очень понравилось. У чеченцев изгнанниками были и являются худшие. Изгнанниками становились те, кого чеченское общество за их аморальность, бесчестие и позорящие чеченца действия изгоняли за пределы страны. Махкар-вахкар – изгнать из страны. Было самым тяжким наказанием, хуже смерти, так как даже потомки изгнанных не имели права на возвращение. Исходя из сказанного выше, делаю вывод, либо эти изгнанное правительство состоит не из чеченцев, либо они не знают элементарных чеченских адатов традиций. В общем так, ну я к чему? Почему мне понравился этот один комментарий? Потому что даже такая формулировка
изгнание в правительстве, там, изгнание там, в другой стране, что находится наше правительство, это даже звучит оскорбительно для чеченцев, учитывая наш менталитет и нашу историю. Видеомейк, Анзор, как с тобой поговорить? У меня информация про Аслана из Австрии. Очень важно. Ну, меня можно найти на Фейсбуке, то есть там на Фейсбуке под своим именем, но латинскими буквами. Сейчас, секунду. Так. Бель Флёр, как ты задаешь вопросы? Да, ну я про твои вопросы. В общем, Анзор, что говорил твой отец о Закаеве? Кем он его считал? Я уже говорил об этом, но, наверное, просто повторю один момент, что это, то есть именем, я сейчас скажу его словами. Масхадов Аслан сказал, что после завершения войны этот человек будет осужден и должен быть наказан за свою деятельность. Вот какое было у него мнение про него. Аргун онлайн. Сосан яхцах есть, так хрватский блок. Бигду. Ажва. Версимата elu. Хума яхцах есть эрдон. Сянерча и жалеша. Туркой маттахи, верси маттахи, инглс маттахи, шей элли тогда ждешь ашпо. Шел 2001 год. Была договоренность чеченской стороны, воюющей стороны против России, и российской стороны, что на территории Москвы будут проведены переговоры. И туда должны были отправить Закаева, то есть для встречи с Казанцевым. Это долгая история, но я постараюсь как-то сжато и коротко сказать. Я в то время чисто случайно оказался в Стамбуле, в Турции. Чисто случайно в представительстве Чеченской Республики Ичкерия в Турции. Вот. Потому что меня отправил наш президент для проведения кое-какой работы по Турции. Вот. И затем, как вы знаете, шла война, 2001 год. Не было возможности, чтобы получить какую-либо бумагу из Чеченской Республики Ичкерия вот за какой-то короткий срок. То есть это заняло бы много времени, может даже неделю. И поэтому была такая договоренность, что будет выпущен указ президента, где будет сказано, что вот Ахмед Закаев отправляется в Москву для проведения переговоров. И
соответственно, имея такую договоренность, все это должно было быть на документе, на официальном документе указ президента Чеченской Республики Ичкерия. И были пустые бланки, уже готовые, с печатью. Лишь, там надо было лишь напечатать текст на этой бумаге. Вот, то есть с разрешения президента все это было. И я, оказавшись в Стамбуле, получил текст от Ахмеда Закаева, как-то ночью это было, помню. Получил текст, и в этом представительстве нашем не было такого человека, кто бы мог бы там это распечатать и вывести на документ, как бы на бумагу. Вот это текст. Здесь это текст. И я просто зачитаю, а потом самое интересное скажу потом, после того, как я прочту. Будучи убежден в том, что российско-чеченскому конфликту нет альтернативы политического решения, считаю необходимым как можно скорее прекратить военные действия на территории Чеченской Республики Ичкерия и перевести военное противостояние в русло мирного политического урегулирования. Руководствуясь статьей 73 и статьей 76 Конституции ЧРИ, во имя великого Аллаха, милостивого и милосердного Господа миров, постановляю назначить там должность, я просто пока называть не буду, назначить Закаева Ахмеда уполномоченным для налаживания контактов по ведению переговоров с представителями президента Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня подписания. Аслан Масхадов, президент Чеченской Республики Ичкерия. Ахмед Закаев подсовывает этот текст, но этот текст получаю я, потому что я был в представительстве Чеченской Республики Ичкерия. Вот, и сразу замечаю вот ту же должность, которую подсовывает Ахмед Закаев президенту для подписи. То есть, зная, что подписывать будет не президент, а вот это будет происходить в представительстве в Турции, он подсунул этот документ. И в этом документе стояла такая должность, второй человек после президента. Вот сами подумайте, кто. Вот. Премьер-министр, в общем. И я как это думаю, вот, то есть он подделывает как бы документ, подсовывает этот документ. Почему? Потому что это останется на документе, вот, останется. И он прекрасно понимал, что это другая война. Если убьют президента Аслана Масхадова, то он становится автоматически уже другим, следующим президентом. Вот почему это все делалось. И ты, человек, который сейчас пишешь, почему я так это все говорю, потому что я имею право. Я имею полное право говорить то, что я сейчас говорю. И я буду говорить. Вот, вот почему. Я просто очутился в те дни, в то время, ушел в то время, и поэтому как-то вот сухо это все рассказал, да, со злостью такой, потому что этот человек, получается, что мечтал, что наш президент будет убит. Вот как это я могу проанализировать.
Нет, потом отвечу. Кстати, я сейчас еще один момент скажу. Еще один момент. Да, это было подделывание, подсовывание или подделывание вот таких важных документов. Это было предательство. То есть первый раз это произошло в 2001 году. Я нигде никак не озвучивал это. Это первый раз я сейчас это сказал. Первый раз. И потом были и другие случаи. Это было в 2004 году. Также было подделано несколько документов, указов президента. И тогда ему не простили, хотя он говорит, что ему это простили, там, он якобы там сослался на администратора сайта, который как бы выложил такие документы, подделанные документы президента. Вот. Но ему не поверили. Вот почему Аслан Масхадов сказал, что этого человека будут судить после войны за все его вот эти преступления. И, кстати, он ссылается на то, что он являлся специальным представителем, в общем, говоря, что он как бы является по сегодняшний день. Нет, он никак не может являться специальным представителем президента. Да, он был назначен только для того, чтобы вести переговоры с российской стороной. Вот. И эти переговоры были прерваны, ничего с этими переговорами не случилось, и после был назначен Саламбек Маигов специальным представителем президента в то время, его тоже потом устранили. То есть назначением Маигова он потерял свою должность как специальный представитель. Да, я еще раз повторю, да, нам сообщают наши братья, которые имеют прямые контакты с Тумсо, что Тумсо жив, что с ним все хорошо. Это одно. Второе, об этом говорят и вот подтверждают ссылки работники суда, немецкого суда. То есть они говорят, что Тумсо жив. Кстати, вот что я хотел сказать
Секунду. Насчет Ниццы и Парижа. Обещал, не забыл. Просто нужно салам маршалду, Парижа болчарик, Ницца болчарик. Ассаламу алейкум. Я тут обещал, поэтому сейчас сказал это. Я, скорее всего, отвечу на ваши вопросы. Сейчас. Оля, сейчас уже вся тема про Закаева пошла. Мне серьезно, вот я клянусь Аллахом, мне просто неудобно про все это говорить, что что мы должны об этом говорить, понимаете? Это не моя тема, я не люблю ее, эту тему обсуждать. Ну, тут вопрос, в общем. Вот даже я не могу вспомнить, откуда среди наших реальных героев взялся Закаев, там ведь никаких подвигов за ним замечено не было и так далее. Ну, не надо меня спрашивать, я скажу сам, если надо. И еще сейчас они, люди окружения Закаева, как-то называют других личностей, которые где-то их критикуют или как-то высказываются в их адрес. Их называют оппозиционерами. Вот. И мне хочется таким людям сказать из его окружения, а где вы были, когда в 93-м или 94-м году мы с оружием в руках противостояли против оппозиции? Я скажу, Закаев был в своем театре, и другой там где-то еще был, я даже не знаю, где они были. В общем, тех рядом с нами не было тогда, когда мы действительно воевали против оппозиции, делали все возможное, чтобы они не втянули русских к нам в республику. Вот. Оппозиция бывает лишь в том случае, когда есть законное правительство, избранное народом. А сейчас они возомнили себя таким правительством, преподносят это и нам здесь, и другим в других странах. Вот, пытаются внушить и навязать. Ну, у меня такое ощущение, что они какую-то диктатуру хотят установить здесь, находясь в Европе. Вот, и навязать свое правительство со своими прокуратурами. Это как-то я могу связать или привести параллель с 2003 годом, когда эти кадыровцы или российская сторона пыталась навязать, слово навязать чеченскому народу вот эту марионеточную власть. Вот сейчас тоже получается, что нам навязывают это. Ничто не сможет навязать нашему народу. Народ прекрасно знает, народ не обмануть, народ у нас умный, тем более опыт у них есть во всем и разбирается очень хорошо. Никто не обманет наш народ.
я банюсь. Анзор, так на жизнь Тумсо покушались вообще или нет? Брат, я не знаю. Валикум ассалам. В общем, я могу, да, предположить, это просто мои догадки, то, что я думаю, что, скорее всего, покушение или что-то связанное с покушением. Но сейчас я конкретно утверждать об этом не могу. Ханиф Умаров, Гренобле Волбая, Франция, Ола, Гренобль, Сенгайра, Лемнешкам, Ирония, Гренобль, Аларисона. Освободилась. Ю Лемнешкам. Джахар Дудаев, да, всегда со мной. Да, вот такие вот дела. Сегодняшняя новость такова. Я вам это сообщил. Ничего себе. Night of the Desert. Анзор, Париж. Маршвог. Хейтерсо. Далмула. Гурдуе. Оуш Хейтер дуе. Цуар веча. Иншаллах Хейтерду. Монт Бланш Дари. Париж, Ницца, Ницца, Париж, улыбаемся. Да, мула, ну, улыбаемся, да. Все хорошо, алхамдулилlah. Хираду. Иншаллах. Так, полиция страны пребывания Абдурахманова не сообщала о его смерти. Вы не в состоянии понять, почему? Я вот последние дни, как появилась вот эта новость о его убийстве, ну, искал все источники, вот там и юристы, и адвокаты, и вот по скандинавским странам тоже смотрел. Вот. Где-то, конечно, они не говорят, где-то кто-то как-то намекнул, что действительно было покушение. Вот почему я сообщил такую новость. Потому что это было из скандинавской страны, и они это сказали. Я имею в виду первое видео, которое я записал, выложил.
Что-то я даже провокационных вопросов не вижу. Ну, спрашивайте что-нибудь. Или не провокационно. Таисия, добрый вечер. Спасибо. Спасибо. Александр, Александров, Анзор, скажи, пожалуйста, свое мнение, мысли ислама, поддерживать там Закаева и так далее. Нет, я не скажу это. Я уважаю нашего брата, мысли ислама, то есть ислама Белокиева. А дальше вот отвечать на этот вопрос не буду. Скорее всего, лучше спросить у него самого. Абарк, я не знаю, когда Тумсо выйдет на связь, я вот конкретно детали не могу сказать, но то, что мне сказали, то, что даже уже говорят в немецком суде, где у них было дело, они тоже сообщают, что Тумсо жив. Знаете, что мне нравилось? Я сегодня говорил, Тумсо, да, действительно провел огромную работу, работал грамотно и будет работать, эту работу продолжать. И он помог многим молодым людям, открыл им глаза, а также открыл глаза и другим людям, то есть не чеченцам, по всей нашей проблеме, вот как это сказать, про путинскую варварскую власть, их методы, их преступления, а также преступления, как я всегда называю, этого личного носового платка Путина, этого ушлепка, то есть Кадырова. Вот. И да, Тумсо рассказал много фактов, показал их, кто на самом деле является этот Кадыров и его там левые, правые, в общем, те, которые вокруг этого Кадырова стоят, об их преступлениях, и работал в этом направлении. Алхамдулилlah. Так что эта работа очень важна. Дух духовный нет. Брат, ты не кипятись. Надзор ты не находишь, что это как-то нечестно по отношению к нам, жив, это хорошо, а наши чувства для чего раздирали и так далее. Брат, дело в том, что наши чувства тоже раздирались, и мы переживали, не знаю, больше, меньше, ну, в общем, мы очень сильно, максимально переживали и делали все возможное, чтобы узнать, что вообще случилось. И, конечно же, это очень тяжело, если скрывает власть, если скрывает полиция, то очень сложно узнать правду.
Ахмед, а что изменится в Чечне от того, что Тумсо говорит, да? И сразу стерли сообщение. Что изменится? Знаете, люди должны знать правду. Вот людям надо доносить правду. Я не хочу, чтобы кто-либо там, какие-то кадыровские ушлепки, там, их пропаганда, или же кто-либо другой без разницы, вот, зомбировал бы наше население, скажем так. И я не хочу, чтобы кто-либо использовал нашу молодежь. И всегда призываю, чтобы наши молодые люди были бдительны, берегли себя, думали о себе, о своих родных. Вот. Никогда не спешили, проявляли терпение и не шли бы вот за такими громкими лозунгами, к примеру. Мы также, как Тумсо, я, другой, все мы, которые вот активно вот так работаем, говорим про историю нашего народа, что было две войны, что в течение этих двух войн русские оккупанты убили более 300 тысяч мирных жителей, что нас, чеченцев, нашу молодежь, использовали в других военных конфликтах, войнах, и даже в этих войнах мы потеряли тысячи. Это огромная сила для нашего народа. И я не хотел бы, чтобы кто-либо использовал нашу молодежь. Наша молодежь должна учиться, набирать знания, вот, и возвратиться в один прекрасный день на нашу родную землю, вот, и строить наше государство, свободное, независимое государство. Потому что никто из других, которые здесь делят власть, эту власть не получат, эту власть получит наша молодежь. Вот. Молодые получат. И они будут строить нашу республику, уже свободную республику, думать о нашем народе. Конечно же, после деоккупации. Иншаллах. Валейкум ассалам, Сэм Ларсенс. Помнишь, Анатолий Васильевич Маргун? Маргун, фамилию помню, но Анатолий Маргун. Ну, а так вспомнить не могу. Можешь мне написать, кто он, кем являлся? Помоги мне вспомнить этого человека. Вая Дукаева. Анзор очень точно, знаний очень мало, но надо учить. Конечно, надо. Не в security идти работать, не грузчиками, не водителями, а я лишь за то, чтобы наша молодежь там училась в каких-то высших заведениях, потому что это очень важно, чтобы они были там юристами, там, инженерами и так далее, и тому подобное, врачами. Вот. Все это нам нужно. Алейкум ассалам. Анзор, Чеченская республика Ичкерия после деоккупации будет автономной или все-таки присоединится в какой-то союз? Может быть какой-то союз, но я не хочу, чтобы кто-то заигрывал с нашей государственностью и как бы не навязывал бы чуждое нам, чтобы никто не навязывал. Я сторонник того, чтобы наше государство было независимым чеченским государством. Вот когда мы построим свое государство, вот тогда уже будем искать союзы
с кем сотрудничать, с кем дружить. Вот. Ну, сейчас появляются такие личности, которые пытаются нам навязать какой-то протекторат, который на самом деле вот, является одной из форм колониальной зависимости. То есть получается выйти из одного рабства и войти в другое рабство. Вот. Я просто попрошу людей, действительно, чтобы нашли определение этого слова протекторат. Вот такие дела. Шерхан, если Тумсо жив, может, пользуясь случаем, поменять внешность, документы и больше не выходить в YouTube, чтобы остаток жизни пожить для себя, для своей семьи. Я не думаю, что такое случится, произойдет, чтобы кто-либо из нас изменил свое лицо, сделал бы пластическую там операцию, вот, поменял бы документы и еще там. Вот. Не мы должны бояться. Да, остерегаться надо, но в любом случае, так нам велит Всевышний Аллах, но никак не бояться. Как я всегда говорю, они не увидят страх в наших глазах. Никогда. Насчет гражданства, так, а что будет с гражданством и визовым режимом? Как будем просеивать наши, не наши, чтобы спокойно жить без предателей? Ну, когда все будет хорошо, хорошо имеется в виду, когда мы деоккупируем нашу землю, когда мы вернемся туда, то у нас только тогда появится возможность кому-либо давать гражданство или выдавать паспорта, или там какие-либо там награды тоже. Ну, только тогда у нас может появиться такая возможность. А вот насчет предателей, да, они должны быть наказаны. Все вот без исключения предатель должен быть наказан, и наказан сурово. Да, мы после окончания Первой русско-чеченской войны, может, были каким-то образом мягкими. И Зелимхан Яндербиев, и Аслан Масхадов, то есть наша власть вообще, власть Ичкерии, проявили какую-то гуманность, наверное. Но сейчас они не увидят эту гуманность, вот эти предатели, и не должны. Потому что то, что они, эти предатели, делали вот, в течение вот 22 лет, 23, у нас никогда в истории не происходило такой жестокости, такого варварства. Вот. Никогда не было у нас в нашей истории. Духовный. Хороший вопрос, брат. Анзор, а есть ли какая-то статистика, какой-то процент наших ребят, какой процент наших ребят учатся в вузах? И есть ли какая-то программа поддержки нашим студентам за рубежом? В то время, где ты или по Европе, в той стране, то есть, где ты или по Европе. Нет, такой статистики у нас нету.
Да, это нужно было проводить такую работу, но такая работа никем не была проведена. Все вот занимались своими вопросами. И как я уже в этом эфире говорил, занимались вот, ну, бежали за властью, делили ее. Вот. Не этим нужно было заниматься. А вот именно вопросами людей, тут очень много людей на чужбине, более 300 тысяч. Более 300 тысяч. Шамиль саннак везвайн бая, улай визарон. Алла дейхал уэли, Алла газет колбал дөл, Шамили хунах вар Шамилла قبول ويجري على غازة قوبل دول المسيرة. تاق يقميل شديد أترون قارة دي أترون قزح والتحبو برشوات ديوان دير حالات سويتو حالات سويتو شوي قوات سوي تودي دا أترون دو قميلش توان تباهر شدين بولشين تباهر يقوم شليل ومالو إسماعيل الله ريسخو الله ريسخو سوش Black Star, да, я помню тебя. Ну, насколько у нас есть информация, а источники это немецкий суд, они подтверждают, что Тумсо жив. И мой личный контакт, который был на связи постоянно, на связи с Тумсо, тоже это подтверждает. Алхамдулилlah. Народ кота просит. Кота рядом нету. Но я покажу своего кота. Кота, если найду, конечно. Сейчас, секунду. Где же моя кошка? Что-то я не нахожу ее. Куда она делась? Юсуп Амин. Кот бегемот. Ладно, я постараюсь найти. Ну, если найду. Сейчас, секунду. Где же этот кот? Не кот, а кошка. Ну, я почему хотел показать, он такого цвета, как у нашего брата в Тунсу. Сколько тут фотографий не нужно. Сейчас, секунду. Тумсуа, цицки дарбая, кантуэр, сейнек, ю, видеомейк, алла, рейс хайлада, шеду адоль. Алла, я найду. По-любому найду.
Сейчас, где же моя кошка? Ну? Я извиняюсь, что так долго. Фотографий просто много. Come on, where are you? Пока еще покажу. Когда-то рисовал, не знаю как это. Но это было давно. Я не знаю, видно, не видно. Что-то у меня изображение. В общем. Это был рисунок. Но я по-любому найду. $5 раз отсюда. Оля, да, скорее всего в Инстаграме, да? Видел рисунок. Я сейчас свою рыжую кошку покажу. Что-то она у меня далеко. Но я ее найду. Где же она? Мне уже перед вами неудобно. Вас, отец, жду. Вот, нашел. Не знаю, видно, нет. Это девочка, кошка. Рыжик. А это, в общем, моя. Дмитрий Чеботарев, ваша позиция по Ичкерии, ну как, ничем не отличается от позиции всех наших героев, которые отдавали свои жизни, отдали свои жизни. Мы победим, мы вернемся домой, наша земля будет оккупирована, деоккупирована, и предатели чеченского народа будут наказаны. Вот наша позиция. Да, стрим про кошек, да. Угу, получается, да. Да и не только. В общем, такие дела. Я не знаю, скорее всего, после эфира запишу пару видео. Скорее всего, мне придется по некоторым темам, которые я озвучивал. Вот. И я думаю, это важно будет сделать такие видео. И скоро я уже выложу эти видео. Это касается по документу, который я зачитывал. Вот. Ну и другие моменты.
Ладно, еще раз повторю, завершая эфир, если пока конкретных вопросов нету. И еще раз конкретно скажу, вот. Ой, ну я вопросы про земли, я их игнорирую и считаю провокационными и призываю вообще не трогать эту тему. Что мы делим у себя на родной земле? И именно в тот момент, когда это не нужно делать, когда это очень выгодно России. И Россия является вот источником вот этого зла, который вот дергает вот эти вопросы именно для того, чтобы мы, кавказцы, ссорились у себя на родной земле. Вот почему. То есть разделяю властвую. Красивая кошка, да. Не, моя красивее. РШБ, объединяйтесь в Аллахе, Биллахе, Таллахе. Я хочу этого объединения с любой силой ради достижения нашей общей цели. И ради того, чтобы дать какую-то надежду нашему народу. Но я никакого единства, ничего не хочу с теми людьми, которые провоцируют других людей, врут, лицемерят. Я никакой дружбы, никакой совместной работы с такими не хочу. Я сторонник того, чтобы иметь контакты с теми людьми, которым можно доверять. Я не хочу иметь какие-либо контакты, с кем я не могу выпить чашку чая, кофе, потому что не доверяю. А так мы готовы. Призывали. Буквально недавно я делал видео, что не хотел бы трогать какие-то провокационные темы, моменты, потому что я абсолютно не сторонник этого. Я хочу мира и желаю всем мира. Такой я человек. Но в последнее время, даже после того, как я это выставил у себя здесь на канале, эти люди стали продолжать свою вот такую разрушительную работу по дискредитации там, других людей, там, что только не говорили, даже уголовные дела заводили, виртуальные прокуратуры, где прокурором является человек, который вообще не существует в природе, понимаете? Вот. Потом публикуют какие-то статьи в разных странах на других языках, на русском, на турецком, то есть пытаясь дискредитировать меня, других. Вот тогда я уже начал в какой-то форме высказывать свое мнение и вещи, о которых я знаю. То есть правду. Я не хочу, чтобы людей обманывали. Я не хочу. Вот. И это мое полное право высказать свое мнение. И я буду высказывать, и никто меня не остановит. Вот. Здесь нет никакой диктатуры. Да, тут пытаются некоторые навязать нам эту диктатуру. Вот. Но это нас не остановит. Так что мы будем работать ради правды, ради народа. Нам ничего, еще раз повторюсь, нам ничего от этого не нужно, ничего личного, ни власти, ни каких-либо финансов или что-либо еще в таком тоне. Ничего. Я, как и вы, хочу вернуться домой, на нашу землю. Вот что мне нужно.
Kuharma binush, Walai Kuharma. Way sober Sani Czech Bowers, do way sober Sani Czech Bowers. Walai ho, sober ho, Teir dots, Khir dots, sober do. No, Ambado, Seina Boy, that's Tavan Dawalazul. دينا بوخي ترداتس والبريزيدنت ورقي الله ديق الول إذا ويشابو يجري بوي ترداتس إذا بقويو Тохир Юнусов. Анзор, как думаешь, Тумсо на тебя не обидится? Не обидится. Он не такой человек, чтобы обижался на меня. Нет. Дай Аллах ему много лет жизни, здоровья, имана и всего самого хорошего. Так, именно какой модератор вам не нравится? Ичкерия 03. Анзор, что думаете про Третью Чеченскую и может ли она быть? Самое первое. Не чеченская война, нету такой войны, не было такой войны, а русско-чеченская или там российско-чеченская, потому что Россия к нам пришла, Россия нам навязала эту войну. Вот. И насчет третьей, дай Аллах, чтобы ее не было. Я не хочу никакой войны. Я не знаю, как будут развиваться события. Да, примерно вот так анализируем, представляем. Мы знаем, что нам придется поехать домой, деоккупировать нашу землю и сделать все возможное, чтобы предатели и убийцы нашего народа ответили за все, что они натворили и совершили. Валейкум ассалам, брат, у вас есть связь с чеченскими воинами? Да, есть. Ну, насколько я понял, ты про тех наших братьев, которые сегодня находятся в Украине. Ну, я буквально недавно был там и скоро собираюсь поехать. Вот. Валейкум ассалам. Тимур Спейн, у меня тут вот так все это быстро вверх идет, все комментарии или там вопросы, поэтому, может, где-то я не заметил, я извиняюсь. Но я стараюсь, делаю все возможное, чтобы отвечать на вопросы. Да, бывают вопросы провокационного характера, я как-то пытаюсь их обойти. Ну, вы тоже меня поймите. Шархан, насчет Ахмат-Юрта. Нету никакого Ахмат-Юрта. Нету. Все переименуют, все вернется, все исправим, все поправим и восстановим справедливость. Так, босс Нохчо, просто ответь да или нет, жив Тумсо. Брат, я уже много раз об этом говорю. У нас есть, да, теперь у нас есть серьезные источники, которые подтверждают, что Тумсо жив. Это суд в Германии, представитель этого суда тоже говорит, что Тумсо жив. Вот куда мы в первую очередь можем сослаться. А также есть наш брат,
который тоже подтверждает, что Тумсо жив. А более вот, других каких-либо подробностей у нас в этом плане нету. Насчет Арби Бараева хотел услышать из моих уст. Да, где-то когда-то был недоволен, я скажу это. Но скажу и другое. Он воевал против русских оккупантов и отдал свою жизнь в борьбе против убийц чеченского народа. Поэтому я скажу: Аллах да и полволи, Аллах азат колбал дольсун. Пусть Аллах простит ему все его грехи, как и всем нашим братьям и сестрам. Кошка побежала. Модераторы, братья, вы там некоторые вопросы оставляйте, действительно. Если где-то есть там провокационные вопросы, там вопросы про территории, дележка территорий кавказских, или же другого характера, провокационные вопросы, их можно, или же оскорбления, это в любом случае можно удалять. А так я уже разберусь, на которые отвечать, на которые не отвечать. Ну ладно, рейс хорошо. Понял, ладно. Насчет Вайфонда, одну публикацию читал вот, по поводу суда, ты, наверное, именно про то, что я уже озвучил, скорее всего, это. Анзор, расскажи еще про ламбаду. Я знаю, что ты сейчас улыбнешься, прочитай мой вопрос, ведь и Аслан, и ты его очень уважали. Мы его просто любили. Это был наш брат, действительно просто очень смелый, мужественный был брат наш Али Адаев. Ну, расскажу один случай. В общем, было это, сейчас припомню, в 94 году, где-то июля, я стою у двери, будучи охранником отца, у дверей своего отца, который в то время был начальником штаба. И раз на наш этаж заходит толпа людей, вооруженные люди, идут, спереди идет Али, то есть его все знали под позывным, вот, в общем, ламбадой. И первым идет Али, и он меня как бы толкает и идет открывать дверь начальника штаба. Я его остановил, говорю: ты что, подожди, да, я спрошу. Потом, ты знаешь, он мне говорит, Али говорит, ты знаешь, с кем мы идем? Я говорю: с кем? Шамиль Басаев. Я говорю: ну я не знаю его. Я действительно не знал в то время. И захожу к отцу и говорю: вот Шамиль Басаев пришел. Он говорит: да, конечно. Вот и потом уже Шамиль заходит к Масхадову. Мы вот остались в коридоре и уже там разговорились, подружились. И он мне начал рассказывать там про войну. Он был действительно, в то время был, уже был ветераном, участником войны. Он много чего нам рассказал интересного. Вот. Вот такой хороший брат был. Погиб он в боях в Грозном. Это было в начале января 1995 года. Именно его гибель произошла возле железнодорожного вокзала, то есть в центре Грозного. Тело его не нашли, к сожалению. Мы искали его в разных селах, помню, в январе. Но все-таки мы не нашли. В то время как делали?
вывозили тела убитых наших муджахидов, наших воинов, вывозили из Грозного, и были люди, которые фотографировали вот уже убитых наших братьев. И потом уже хоронили наших братьев, хоронили, и по этим фотографиям уже узнавали, где кто похоронен. Вот так вся эта система работала. В общем, никак мы не нашли его. И еще один случай, это было, сейчас вспомню, 26 ноября, когда российские оккупанты и их марионетки-оппозиционеры вместе зашли в город Грозный, штурмовали город Грозный, там было около 100 единиц бронетехники. Мы запустили их в Грозный, и там всех, буквально почти всю бронетехнику уничтожили в Грозном. Вот, в тот день Али Адаев приходит к Масхаду, то есть Масхаду вызывает Али. Он пришел в центральный командный пункт, этот центральный командный пункт находился в президентском дворце. И Масхаду спрашивает у Али: Али, сколько тебе нужно времени, чтобы выбить войска, которые сейчас находятся в парке Кирова? И он показал вот два единственных своих пальца. Другие пальцы ему оторвало от взрыва запала, от гранаты F1. В общем, от гранаты. И он показал так два пальца, 2 часа, говорит. И уже по истечении 2 часов действительно он штурмовал этот парк и взял огромное количество трофеев, пленных, там бронетехника была, грузовые машины с боеприпасами. В общем, такой был наш брат. Аллах дехал воля, Аллах газет хоба, лольцинна набом вежри ежри. Ладно, я сейчас тогда буду завершать, скорее всего, мои братья и сестры. И, иншаллах, скоро вернусь с новостями, с другими. Аллах ресху шумасана. И еще раз повторюсь напоследок, потому что Юлия Доман, благодарю вас, дякую. Freiheit der Ukraine und Freiheit der tschetschenischen Volk. Свобода будет и для Украины. Освободимся, по-любому, в любом случае освободимся, потому что другого пути нет и другой цели тоже нет. Будет освобождена и Украина, вернут все земли, Крым, Донецк, все вернут, все вернут. И, конечно же, наш народ тоже обретет эту свободу. Спасибо, Юлия, и берегите себя. Верим, как я когда-то буквально недавно сказал, мы верим, что в один прекрасный день, и уже, наверное, скоро, мы проведем уже свой парад Победы в центре города Киева. Еще полчаса. Мне тут надо чуть-чуть поработать. Адам Хаук, так. Понял, ну примерно помню насчет. Мы были с тобой на рыбалке, да, я рыбалку люблю с детства. Очень хотелось бы пойти на рыбалку, но, конечно же, у меня времени нет на это. Нету. Иншаллах, Адам, иншаллах. Аллах рисху.
Ну, так, Тогир Юнуса, пусть другой эфир будет интервью с Тумсо. Пусть другой эфир будет уже эфир Тумсо, самого Тумсо, иншаллах, дождемся. Я сам рад, что есть такие новости. Да, конечно, все это даже сейчас сложно говорить. Сложно говорить, пока мы его не видели, пока мы не знаем конкретно детали, все это сложно говорить. Я лишь ссылаюсь на такие ссылки, как я вам сказал, как я вам даже зачитал сегодня. Это немецкий суд, которые вот говорят, я могу подтвердить, что мы получили информацию о том, что свидетель жив. То есть свидетель это Тумсо. То есть это сказал пресс-секретарь суда, немецкого суда. Рахим, Анзор, твое мнение про Невзорова? Почему он пропагандировал войну в Чечне, а сейчас против России выступает? Я абсолютно не верю таким людям, которые вот быстро меняют свою позицию. Вот так, мой ответ. Земля и небо. Напоследок скажите, что Томсо жив и здоров. Ну, я только что сказал свое мнение по этому поводу, но иншаллах, надеюсь, что у него все хорошо и что у него все будет хорошо, иншаллах. Вот теперь я уже завершаю, как-то коротко прошелся по темам, хотя много чего хотел сказать, но у меня так это получилось, сжато, потому что люди, я понимаю, обеспокоены, переживают, вот, и хотел рассказать то, что я знаю. Вот такие дела. Анзор, как ты думаешь, какой сейчас бюджет в Чечне? То есть в оккупированной Ичкерии, да? Ну, там бюджет, это все деньги принадлежат одному ушлепку. Вот так. Мелхи Борс, Аллах, рейс хыл, или салам маршал хыл. Влад Борс, валейкум ассалам, рамтуллах баракату. Анзор, как вы думаете, будут боевые действия в Чечне? Я, конечно, не знаю, не могу это сказать. Там, скорее всего, будет что-то другое. Что-то другое. Я противник войны, я противник того, чтобы наша молодежь использовалась в каких-либо войнах. Говорю открыто. Ну, почему? Потому что я беспокоюсь за людей. И наш народ, мы потеряли огромное количество людей. Более 300 тысяч. Это уже третья, четвертая часть нашего народа. Это огромное количество людей. Огромное количество. Дай Аллах, дай нам Всевышнее мира, вот, и свободы. Абу Саад Мединский, как говорят нам серьезные источники, он жив. Иншаллах, Шерхан. Шариат или демократия, да? Мы, алхамдулилlah,
чеченцы, мы мусульмане. И я хочу, чтобы мы оставались ими всегда. Вот. И не хочу, чтобы что-либо у нас менялось. Я хочу, чтобы все было так, как этого завещали нам наши лидеры, которые отдали свои жизни в борьбе против русских оккупантов. Хорошо, теперь я прощаюсь. Увидимся, иншаллах, скоро. Аллах рейс хыл. И еще, да, кстати, как обещал, салам Ницце, салам Парижу. Так что там все будет хорошо, как я обещал. Иншаллах. Иншаллах. Вы тоже берегите себя. Все будет хорошо. Борьба, работа продолжится. Никто не сможет нас остановить, напугать. Могут убить, но не более. Но страх они никогда не увидят в наших глазах. Иншаллах. Аллах рейсульшин. Масана, берегите себя. Иншаллах. Спасибо вам и до встречи. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.